Я родился здесь, окончил В школу. Гудауте? Да. Потом поступил в институт Московский лесотехнический, окончил его. Работать начал в Гаграх в леспромхозе десятником. Потом потихоньку в лесхоз перешел, в лесхозе помощником лесничего начал работать. Потом потихоньку сюда, в Гаграх меня не прописывали, ни под каким предлогом. А у отца кредо такое было, никогда он мог за кого угодно пойти попросить, тем более у него тогда были все возможности, он пользовался большим Он был уважением. председателем, когда Председателем колхоз Дуридж колхоза был миллионером, да? Лыхни, да. Лыхне, Да. Лыхне. Депутат Верховного Совета СССР был, герой соцтруда, то, другое, но за нас он палец о палец, за любого другого мог пойти и попросить, а я начинал с нуля, и они пусть начинают с нуля, такого склада, старой закалки человек. Вот, потом в лесхозе начал работать, когда я хотел прописаться в Гаграх. Тогда был первым секретарем в Гаграх Хачидзе. Обойдется, говорит, без гагринской прописки. Оттуда с Грузии ехали, их сразу а тогда почему до Хачидзе дело дошло? Потому что паспортный стол без его согласия не имел права прописывать. А тем более в лесхозе, где я работал, всего было 3 абхаза. Один был Агрба, второй был Ахвледяни, Миша. Он завгаром был. Ну, как я имею в виду, ИТР. И третий, который я пришел молодым пацаном там работать. Вот. Естественно, эти 2 абхаза меня всегда поддерживали. А конкретно чем занимались? Мы тогда занимались посадкой леса, охраной леса, заготовкой. Сажали тогда много? Да, много сажали, да. Уехал из Гагры, здесь в Гудаутах открылся трест Культбытремстрой МПСМ СССР. Вот, я начал там работать, мне уже тогда было лет 26. Там начал работать и начальником цеха деревообрабатывающего, а там организация солидная была и так далее, но тогда вот этих политических передряг и так далее, тогда еще всего этого не было. Все дружно жили, там у нас коллектив большой был, и мигрантцы, и грузины, и абхазы, и греки, и русские, все работали, тогда мы дружно все жили. Между прочим, многие грузины, кто работал на этом предприятии, по большому счету, многие здесь остались вместе с нами вот в эти сложные моменты, вместе с нами стояли. Кто воевал, кто здесь занимался ремонтами. Ну, чем могли, все делали, чем могли. Я там проработал до 80-го года. В 80-м году меня, по большому счету, я и не думал, и не гадал. Домой подъехали, был такой хорошенький дяденька, намного старше меня, Юрий Михайлович Ладария. Он тогда работал главным инженером в Гудаутском лесхозе. Вот подъехал он сюда домой. Валера говорит, должен замминистра лесного хозяйства подъехать, говорит, подъедь туда к нам на работу. Я говорю, а мы друг друга знали хорошо. И я подъехал туда, и они мне говорят. Валера говорит, мы хотим сделать, и Рюрик сам просит меня, говорит, давай, Валера говорит, иди к нам директором лесхоза. Ну, мне тогда 30 лет было уже. Ну, я говорю, Михалыч, я говорю, ты всю жизнь здесь проработал, ты иди, у меня, говорит, неполное высшее, говорит, меня не утвердят, говорит, здесь пытались, то другое, но сюда рвутся, говорит, которых не я не хочу, чтобы они пришли сюда, говорит, ни в министерстве тоже, говорит, не хотят, а министром был Пач Хартонович Барцец тогда. Но, говорит, для этого надо, чтобы кто-нибудь первому секретарю сказал, Гудаутскому, он туда кого-то тоже пихает. Честно говоря, я говорю, дайте мне пару дней.
подумать. Потому что я там, где работал, в этом тресте, я очень хорошо себя чувствовал. Нравилась работа. Да. И ко мне, и управляющий треста, и все очень хорошо относились. Дома посоветовался, с отцом тоже сел, переговорил и так далее. Он меня спрашивает, потянешь? Отец. Да, потому что здесь палка, говорит, двух концов. Ты можешь, говорить, и потянешь, если значит будущее все может быть впереди. Не потянешь, навсегда останешься Ни с чем. никем. Никем. Да. А ранний взлет, раннее падение. Я так подумал. Думаю, справлюсь, говорю. Мудрый совет, но... Вот. Ну, хорошо, говорит, я скажу, говорит, здесь, в райкоме. Это впервые в жизни, когда он пошел, сказал. Через день меня пригласил первый. Вот так, говорит, пойдешь туда работать. У вас уже было соответствующее образование, у вас был опыт. Ну да, уже опыт какой-то был в Гаграх, в леспромхозе сперва, а тогда там директором был в леспромхозе Адик Николаевич Шамба. Между прочим, я институт, когда закончил, приехал, какой-то промежуток времени я вообще на работу не мог устроиться, не брали, нигде мест не было и не брали. Вот, и Адик Николаевич, тогда Адик Шамба взял меня на работу, вот, десятником. Зацепись, Валера, говорит, а там дальше время покажет. Ваги кыртхурокун зиги усрос. Зиги кыртхуроку. Там единственный кассир был абхазец. Завгар Муна Шамба, очень такой порядочный человек. Завгаром был. И Адик Шамба директор. Все, Агир дорог. Вот и вот так я приступил к работе. К счастью, все пошло нормально. И производство было неплохим. Переходящие знамена, Грузия, Абхазия, почти постоянно у нас были. Больше волнуют те люди, которые забыты, которые погибли, и о них по сегодняшний день никто ничего не говорит. Больше меня это волнует и беспокоит, конечно. Ну а дальше так время шло, и особо, откровенно говоря, в политику я не вмешивался. Ну а у Анейзов, Хадги Хайзон, Хатсон, и Созар Хайсон, и Позар Хайпон. Вот так вот продолжалось. И в 89-м году, когда уже произошло вот это столкновение первое, вот тогда мы уже начали здесь собираться, то другое. Сегодня в живых нет. Инвер Растович Кабба, который сделал очень много для Абхазии. Вот в тот период это было не так просто топонимику гагрскую поменять, сделать все абхазские названия. Там было Гантьяди, Лисилидзи и так далее. Все это он поменял. Речки вот эти мелкие. Все это он поменял. Гичрипш, Цандрипш и так далее. И очень много ребят он отсюда, с Гудаутского района, Сухумчан, Сачинчирского района, очень многих ребят он потащил туда и работу давал. Там не обязательно было должности большие давать. Главное зацепиться, чтобы были прописаны, чтобы люди могли себя кормить. И численность абхазов, чтобы Гаграх увел. В Гаграх мы практически теряли. Там все время шло вот эти переселенцы, новые стройки и так далее, и тому подобное. И все. Оттуда с Грузии приезжали неделя, и все, они и прописку имели, и квартиры получали, и все получали. И вот Инвер Растович вот это все поменял в Гаграх. Поменял в корне. Ну, естественно, такое наши вышестоящие по ту сторону Ингури, такое простить не могли. Но убрать его тоже без работы оставить тоже не могли, потому что слишком значимая фигура, уважаемая фигура была. Вот, и они его тащили туда, в Тбилиси. Он начал работать там за отделом и так далее. Но это уже дальнейшие дела. Дальше, вот это 89-й год, когда произошел, тогда мы уже вклинились в политику. Здесь в Гудотах ребята собрались, то другое. Начали думать, гадать, что делать дальше. Может, это столкновение, но завтра что будет, кто знает. Форум тогда большое значение имел, и форум тогда большое влияние, очень много сделал хорошего. То, что мы как-то начали общаться с Северным Кавказом.
Я вот сейчас не знаю, чья идея, это Сергей Дбар или Сергей Шамба. По-моему, все-таки это Сергей Шамба идея была. Он один день приехал, а Валера говорит, здесь мы собрались, Дима Арджанба, Паша Арджанба, еще ребята, сейчас, может, кого-то я не вспоминаю. Давайте, говорит, подумаем, хотя бы, говорит, да, у нас сейчас пока ни оружия нет, ни того нет, но хотя бы создадим какие-то группы, которые в случае чего сразу можно было бы поднять и быстро мобилизовать, чтобы мы знали, где есть, допустим, как бы командир, чтобы его быстро можно было найти, чтобы он своих людей собрал, другой своих собрал и да, хотя бы с гладкоствольным оружием, но чтобы могли выйти. Тогда уже Владислав, я сейчас год какой не помню, здесь все вот эти движения уже на серьезном уровне пошли. Владислав стал председателем Верховного Совета тогда. Вот, и от тогда и первый раз за все время военкомом Абхазии стал абхазец. Кто стал тогда военкомом, говорите? Сергей Платонович. Платонович, да. Ага. Первый абхазец, который был военкомом. До этого абхаза военкомов я, например, не знаю. Может, были, но я не знаю. Сергей Тбар уже с Сергеем Шамба приехали один раз сюда, и мы как-то собрались здесь, сели и переговорили. Вот такую же работу они провели в Ткварчели, в Гуле-Рипше, в Сухуми, в Ачимчирах, чтобы вот это движение двинулось. И мы стали общаться, ткварчельцы, ачимчирцы, сухумцы, гудоводцы, стали общаться, иногда организовывать встречи. Здесь начали уже потихоньку деньги собирать. Ребята, которые зарабатывали какие-то деньги, сейчас всех подряд не трогали, но какие-то деньги ребята, которые зарабатывали приличные, вот, и начали собирать эти деньги, где-то складировать и так далее. Потихоньку начали заниматься приобретением оружия и так далее. Тогда еще было сложно. Эти вопросы очень сложно было решать, и, естественно, это был и большой риск. Гагринцы собрали тогда деньги, тоже нам привезли, чтобы мы искали. Вот. Но потом гагринцы, правда, свои деньги забрали, там порядка 82 тысяч было, я сейчас точно не помню, по-моему, где-то в этих пределах эта сумма была, они свои деньги, мы, говорит, сами займемся этим вопросом. Здесь начали этими вопросами заниматься. Здесь стали голодовки устраивать мирные граждане по несколько дней, по 10 дней, кому-то и плохо становилось и так далее. Вот. Потом женщины, здесь делегация женщин собралась, которая выехала в Москву, там с определенными требованиями и так далее. Вот из этих собранных денег мы им тоже какую-то сумму дали. К нам обратилась тогда Юлия Захаровна, она была секретарем райкома. Вот она обратилась, потому что не у всех деньги есть, говорит, помогите, ребята. Есть такая, ну, естественно, все знали, что мы там что-то организуем, собираем, и какую-то сумму мы им дали. Очень хорошо после 89 года, после этих столкновений себя проявили наш отдел милиции гудаутский, прокуратура, КГБ. Гудаута единственный район, где не возбудили ни одного уголовного дела ни против кого. Хотя здесь много было ребят, которые участвовали таким самым активным образом и так далее. Вот. И многие попали в опал. Работники правоохранительных органов Гудаутского района, многие в опал попали. Например, Валера Хакбе-Изугович в опал попал, он в прокуратуру тогда был помощником прокурора. Лева Мато в опал попал, тоже в прокуратуру. То есть они их снимали с работы, да? Или... Ну, все, любую причину искали, чтобы освободить с работы. Виталий Смыр, тоже, он бедный, Хазаратович погиб, он бедный. Он в опал попал. Ну, много ребят, которые попали в опал. И они стали с нами дружить, тоже все.
Теперь, когда первое оружие нашли, а привезти надо, это через пол России надо ехать. Первое оружие нашли в Осетии? Сейчас я не буду называть, где нашли, потому что многие люди работают, то другое, и не знаю, как это может обернуться. Все равно это телевидение не только мы смотрим. Вот, нашли первое оружие, и наши работники, здесь был один осетин, работал в правоохранительных органах, и Толик Алексеев был такой шустрый парень был, Гарик, бедный Жиба, молоденький тоже в правоохранительных органах работал. Вот, а они в форме и так далее. Едут, ну, а коллега коллегу не останавливает, и нам так привел. Потом подвернулось. А сколько было тогда оружия? Много? Тогда нет, тогда много невозможно было возить. По 3-5 стволов, 10 стволов, а больше... Вы так начинали? Да. Вот, гранаты собирали, патроны. Где-то возможность такая подвернулась, и Паша Ардзенба нашел какие-то концы по снарядам. Он выехал туда, все эти вопросы решил, и перед ним поставили условия. Прямо сейчас сразу вывози, говорят. Как не подготовлены, ничего, не это. Либо второй возможности у нас не будет. Сейчас пока есть возможность, забираю. А это полная фура. Это не один, не два, а полная фура. Вот сейчас, правда, он поехал туда с деньгами. Вот сейчас с нами рассчитывайся и забираем. И тогда он им говорит, ну какую-то сумму, я с вами рассчитаюсь, говорю, ну какую-то сумму оставьте мне, чтобы я мог эту фуру прогнать, потому что не хватает, мы довезем вам и так далее. Ну, пошли навстречу, довозить тоже, говорят, не надо. И Паша вот эту фуру через пол России сзади маскировкой загрузил, привез сюда порядка 300 снарядов Нурса. Это если его где-то кто-то по трассе остановили бы, тогда еще Советский Союз, еще законы по инерции строго работали. Человек мог пожизненное получить. И когда он приехал с этим всем этим, тогда еще мобильных телефонов не было. Это какой год сейчас? Это вот где-то 90-е, где-то вот. 90. Вот. Ну, И, после столкновения, да, да, после 89. Вот. И Паша эту фуру пригнал. Теперь эту фуру мы, правда, на границе мы там его встретили, уже все вместе ехали. И разгрузили эту фуру, все. Ну, естественно, сразу после этого мы собрали, вместе с этой фурой нам осетины подсказали, как их использовать. Поделились мы с скворчельцами и так далее, говорим, вот так, столько мы привезли. Ну, они говорят, дайте, а мы, говорят, продумаем варианты, как их запустить. Вот. И, ну, осетины, с осетинами Дима и Паша дружили, с южными осетинами Дима Ардзенба дружил. У осетин уже столкновение было. И они приспособление этому нашли и подсказали нам, что глушители от ЗИЛов 130-х по диаметру как раз подходит, чтобы делать, там батареи укреплялись, то другое, чтобы делать из них пусковые установки. Но мы со всей территории Абхазии все глушители скупили, чтобы делать эти установки. И потихоньку втягивались. Уже втянулись, уже все. Уже на нас дела начали потихоньку заводить, информацию уже стали уходить. Но мы пока об этом ничего не знаем. И где-то просочилась информация, что в Прибалтике можно приобрести БТРы. Вот, Гена Айба и Дима Ардзенба вылетели туда. Ну, мы договорились, как по телефону разговаривать, что другое. Звонят оттуда, вопрос решаем, говорят. Но надо, напрямую не могут, через третью страну надо пропустить. Оттуда теперь... То есть через Россию не получается? Через Россию можно, в Абхазию, можно, да. ага. Вот, ну, прибалты же уже ушли. В Москве побоялись этот вопрос решать. И у Гены, и у Димы там в Свердловске, тогда еще Свердловск назывался, сейчас Екатеринбург, тогда Свердловск еще назывался, там какие-то концы были, они полетели туда.
там уже частные предприятия можно было делать, кооперативы. Вот эту технику они отгрузили. Там договорились, с теми договорились, еще надо, чтобы не кинули. Туда там привезут, а там скажут, это наше, на нас пришло. Потом как? А деньги-то не наши, не карманные, это люди собирали. За эти деньги отчитываться нужно. Договорились, все, что кидалов не будет, ничего не будет, что все это сюда придут. И отгрузили на Свердловск. Оттуда со Свердловска отгрузили на Москву. В Москве чеченцы, ребята, уже в Москву мы тоже прилетели. Гена и Дима прилетели в Москву. Мы тоже отсюда прилетели, я и Паша. У нас там друзья чеченцы были, которые занимали определенные места, хорошие, работали с уважением, с авторитетом. Вот они нам быстро организовали встречу этих вагонов, на чем были отгружены БТРы, перегрузку помогли нам быстро организовать и уже отгрузить на Гудаутский лесхоз. На Гудаутский лесхоз отгрузили. Почему? Потому что должна была быть организация. И ее оформляли везде как подвижная ремонтная мастерская техника высокой проходимости. И как раз моя организация под это подходила. Теперь государственные деньги тоже отправить их. Ну, мы тогда внесли на счет деньги с кооператива. Оттуда кооператив написал, что это приобретет себе. У нас кооператив свой был. Вот деньги перевели на лесхоз. И оттуда, когда эти же деньги потом перевели за эти БТРы. И когда сюда пришли, как тяговая техника, вот тогда там один день я стою возле лесхоза, проезжает Сергей Басятович Саргуша, он тогда был председателем КГБ в Гудаутах. Подъезжает он, очень скромный, порядочный человек, очень. И вышел, поздоровался, поговорили немножко, пошутил. Я, говорит, мимо проезжал, говорит, случайно, говорит, увидел тебя, остановился. Но он не случайно проезжал, и Валера говорит, там бумага, говорит, на тебя пришла и на вас, говорит, что вы приобретаете боевую технику и так далее, и так далее. Надо так сделать, говорит, глупо подсадзроб, чтобы нам по голове не ударили за это. И вы, чтобы чистые были, надо состряпать какую-то бумагу, время, когда будет, говорит, приходи туда к нам. Сядем, подумаем, вместе напишем бумагу. Я говорю, хорошо, Сергей Басятович, какой разговор? И на второй день утром я пришел туда к ним. Сергей Басятович и Артем сидели. Артем? Артем Барцыц. Он тогда замом был, Сергей Басятович. Давай, Артем говорит, вместе, вот Валера здесь, и эту бумагу положили передо мной, прочти, говорит, ради интереса. А оттуда сверху пришла. Бумага уже, которую прислали. С Тбилиси пришла бумага, что вот такое-то, такое-то предприятие, руководитель такой-то, такой-то приобретают военную технику. Изучить, проверить и все последующие вытекающие действия. Ну, это сейчас тогда так легко рассказывать, да, а тогда... Да. Как было вот, тяжело. Сели, написали бумагу, что это является подвижно-ремонтная мастерская, где установлены сварочный агрегат, токарный станок небольшой, там ключи, отбойный молоток, ну, много чего, в общем. А там действительно стояли. Да? Действительно это все было установлено, все. Вот, поехали, сделали фотографии, все сфотографировали, и они документ все составили, отправили, все, от нас отстали. Отстали, естественно, мы эту технику быстро-быстро приобрели здесь рядом у соседей
приобрели эти башни и так далее, но пулемет не можем найти. К этому времени Каркарашвили со своей командой, они по всей Абхазии в строевой, до Псов, воду там пили, привезли священника, он их там осветил там, и так далее. Ну, как-то они беспрепятственно прошли. Вот я все время думаю, мы тогда правильно сделали или неправильно сделали, что пропустили их. Вот не я один, все ребята думают, что мы их до Псова и обратно пропустили. Но мы их все-таки в Гудоутах остановили. Не позволили им так проехать беспрепятственно, как они шли. Это уже какой год был? Все, уже перед началом войны, все эти процессы перед началом войны до хурейских столкновений. Мы их остановили здесь. Анатолий Авицба начальником милиции был. Он нас сильно поддержал тогда, подошел и говорит, что по территории Абхазии, как у себя. Правда, он нас попросил, вы не разговаривайте. Говорит, а швейцар, сырецкий, сосрать жжет, и кто гирасет, говорит. А у нас, честно говоря, ребята вот так вдоль, слева, справа, вдоль дороги с оружием и все. У кого гладкоствольное, у кого нарезное. Вообще могли бы мы их побить там. Там у них, они в основном легковые машины были. Это не должно было стать поводом для войны, да. Конечно. Это все нас остановило, но все равно после войны вот думаем, может тогда нужно было. Не то чтобы хотелось, нет, страх был. Честно говоря, страх был, конечно, страх был. Это страх. Во-первых, перебороть его надо было. Но все-таки человек как-то морально не настроен стрелять в другого человека и так далее. Вот эта психологическая борьба была, и все равно мандраж был. Откровенно говоря, страх был. Что-то, если началось бы, то, естественно, страх перебороли бы. Но вместе с тем избежать столкновения тоже хотелось, кровопролития и так далее. Конечно, разум, да, тоже срабатывал. Вот я Анатолий Снатовичем сказал все как нужно, в жесткой форме, как положено. Каждый ваш шаг мы должны знать. В противном случае, чем может закончиться, никому не известно. Надеюсь, говорит, вы не сторонники войны, говорит. И мы тоже не хотим войны, хотим мира. Так что будьте любезны, говорит. Докладывайте каждый ваш шаг, во всяком случае, на территории Гудоутского района. Будете въезжать или выезжать, чтобы мы знали. До Псов приехали, там водички попили, разместились в доме отдыха, неделю или 2 недели там они проводили время. А вы своими делами занимаетесь? А мы здесь своими делами занимаемся, но вместе с тем мы периодически в Гагры тоже выезжали. Тогда уже первым секретарем был Валерий Джорджевич Пилли. Ему говорим, не мандраж, мы тебе везде поддержку дадим, мы будем рядом. Но он сам по характеру, по натуре такой. В конечном итоге и наши ребята тоже, сейчас я поименно всех не помню, что-то сдружились с этими мхедрионевцами, стали к ним ездить, чай попивать, там еще что-то, еще что-то. Вот и даже слух пошел, что там такие хорошие ребята. Какие могут быть хорошие ребята, которые с оружием в руках сюда пришли? И как завтра придут, еще никто ничего не знает. Ну, они потом отсюда выбрались. Без столкновений, без ничего. Дальше уже Али Кайба, Руслан Язычба уже в Гаграх после этого. Случай, когда эти мхедрионевцы сюда воевали. Али Кайба, Руслан Язычба, Виталик Сулава, Заурб Ганба. Но в основном там был Алик, в основном. И Виталик Сулава. Они создали там батальон. И посадили там... Небольшая воинская часть была, эта воинская часть оттуда ушла. И там они расположили наших ребят, создали батальон и расположили уже там наших ребят. Уже в Гаграх тоже подразделение создалось.
Здесь мы установили уже в Сухуми 8-й полк, уже переименовали как бы полк для того, чтобы это узаконить. Владислав Григорьевич, председатель Верховного Совета, и чтобы эту всю ситуацию узаконить под видом внутренних войск. И вот это российское оружие, что там было, где расположили наш полк, это оружие все оставили. Это уже какое-то подспорье было, которое немаловажно было. И в конечном итоге это сыграло немаловажную роль, когда они двинулись сюда. Вот этот полк создали под руководством Владислава Григорьевича, там Сергей Шамба, все вот ребята, они это без нашего участия создали. Мы, в свою очередь, чтобы укрепить этот полк, вот эти БТРы и так далее. Не рассказал я интересную вещь. Теперь мы БТРы выставили, а пулеметов нету, и мы стали туда вставили шланги по диаметру пулемета. Шланги выставили, а немножко сдалека не поймешь, там пулемет торчит или шланг-то, а на самом деле это резиновый шланг. С двух сторон так выставили, там шум, гам, вот БТРы выставили с пулеметами в Гудоутах против нас и так далее. Это резонанс дало. Да. Мы эти БТРы передали, естественно, 8-му полку, не 8-му, а внутренним войскам. Оба БТРа передали туда. Дальше Павел Лещук, Юра Ардзенба, они, Паша Ардзенба. Здесь хорошо наладили контакты с этими соседями. Тогда уже часть, так, уже практически уже не сильно. Они, да? Да, уже потихоньку сворачивались. Вот, Лещук, я не знаю как, он к ним в большое доверие дошел, Павел Лещук. Вот, и они там проводили учения и списывали боеприпасы. И эти патроны передавали Лещуку и Юре Ардзенбауму. И на машине они уже, тогда уже Ломинадзе скинули уже, тогда уже Анкваба сделали министром внутренних дел, Вова Анцуповеди, когда выкинули этого Ломинадзе, да, вот, Анкваба посадили министром внутренних дел, и немножко мы уже вольно стали себя чувствовать, не то чтобы вольно, а комфортно. Все равно как-то закон еще у нас сидели, то другое, пытались все это соблюдать. Паша Ардзенба отдельно подружился там кое с кем, и 6 БТРов выкупили там. Не БТРов, да, вот здесь на месте, не БТРов, а БМП, 6 штук выкупили у них, а 6 БМП это уже тоже да. И это БМПшки мы тоже, но ни одного снаряда не было. Эти БМПшки передали туда, но парочку здесь себе оставили. Наступил, все вот это движение, все дело велось, делалось. Конечно, Владислав Григорьевич, это сам Бог нам его послал. Его выдержки, его умению говорить. Я помню, на сессии Верховного Совета СССР, тогда он депутатом был, подготовил доклад, и там практически депутатов-то человек 6-7 было от Абхазии тогда. Вот, он свой доклад показал Тарасу Шамба. Тарас тоже был депутатом Верховного Совета СССР. Другим он не показал, с Тарасом он делился, то другое. Тарас говорит, Владислав, опасно, говорит, с таким докладом выступать, говорит. Как это обернется, кто, говорит, знает, говорит. Против тебя, в смысле, за него переживал. Нет, говорит, как бы ни обернулось, я свое, говорит, должен сказать. И он с этим докладом, когда выступил, вот, и мы здесь такие окрыленные были. Во-первых, мы этого дня ждали, от телевизоров не отходили, и когда он это выступил, все это, мы такие окрыленные. Теперь все, сразу отсюда мы, несколько человек,
Паша это все организовал, Паша Арзен был. Сразу Владиславу несколько человек, потому что это уже опасно. Могли бы и покушение. Это поворот был да, абхазской судьбы. Вот, и покушение могли на него устроить. Сразу несколько человек ему дали, хотя и охрана была, но отсюда тоже ребят дали. И вот так все пошло и поехало. Теперь подходим мы к началу боевых действий. Если я кого-то упустил, пусть простят меня ребята. 92-й год, 14 августа. Как обычно, пришли на работу. Мне, по большому счету, что не нравится, вот, когда интервью дают и так далее, и так далее. Слишком много употребляют слово «я». Здесь народ все вместе делали. Все объединившись, все вместе друг друга дополняли. Благодаря этому мы эту войну и выиграли. Если бы мы, допустим, вот как вот сейчас после войны многие я, но я как-то легко, но там, если уже по большому счету говорят, у каждого у нас и негатив был, и положительные качества были, и негативные тоже были. Потому что военным никто не родился. Всему приходилось учиться. 14-го война началась. Мы не думали, не гадали, что война именно вот может начаться в разгар, август месяц, 14 число. 12 числа у меня августа, здесь у дочки был день рождения. 13-го вечером после рабочего дня мы поднялись на Ватхару. Вот неспокойно на душе и все. Мне ребята говорят, не, я уехал, и Дима Арзен со мной уехал. Но я почему-то за отца, но уже в возрасте, там, и думаю, почти под утро мы приехали. Я мимо отцовского дома проехал, посмотрел, вижу, все спокойно. И я приехал домой. А Паша, ребята остались там на Ватхарах. Но 14-го они должны были все спуститься. Утром супруга говорит, тебя срочно, говорит, в райисполком, говорит, просят. Туда приезжаю в райисполком, Сергей Басятович, Дима уже там был, Сергей Басятович отозвал нас и говорит, так, ребята, что можете, все делаете, это война, и она, наверное, не на 1-2 дня, как раньше была.